Аль-Люки. Зонки на слова Габдуллы Тукая. Очень много песен было написано Тукаем, вернее, написаны новые слова на бытовавшие самые популярные песни в его бытность. Аль-Люки – одна из таких песен. Когда человек оказывается в среде, где нет его близких, нет языка, на котором бы разговаривали здесь вот и сейчас, и человек, когда долго находится в этом одиночестве, и вдруг он услышал от какого-то певца вдалеке какой-то знакомый родной мотив, знакомые слова. «Аль-Люки бе-аль-Люки». Вот в этой песне как раз Тукай и пишет, оказывается, для человека очень важно быть в своем родном крае, на родной земле, и всегда слышать эту речь, чувствовать эту природу, чувствовать эту красоту этого мира. Почему? А потому что это, оказывается, тоже часть нашего «я». И когда это «я» остается вот без этих вещей, нам, оказывается, не хватает. И Тукай как раз пишет в своих стихах «Милли Мангнар», родные национальные мотивы, мелодии, да, как раз об этом, что человек нуждается в этом, когда его окружает эта музыка, эта речь, эта мелодия, эта красота. Для зонки характерна прежде всего длинная мелодия, длинная музыкальная мысль, длинная поэтическая мысль, протяжная мысль. Это поэтому песни, в них основу составляет философское начало, лирическое, любовное начало. Это особое размышление внутри певца, внутри поэта, художника. А как их исполнять? Тукай на эту тему оставил свои слова. Он описал поющего. Он сказал, что татарская песня поется негромко, не надо ее петь большим, сильным, громким голосом. Слова певца звучат почти при закрытом артикуляционном работе рта, да, практически мы ничего не видим и слышим только, как человек музицирует для себя внутри. Зонки – это такая песня, которая поется как самовыражение, ощущение такой медитации, я бы даже сказал, потому что без этого внутреннего состояния невозможно передать тонкий психологизм в этом жанре. Надо, конечно же, отметить, что этот жанр прежде всего изобилует орнаментикой, мелизматикой. В народной песне называется это бурма. Бурма можно перевести как вращение, обращение, круг, бурма, то есть когда опеваются звуки устоя, лада в этой песне, как бы опеваются и соседние, и это создает какое-то особое скольжение в голосе певца. И это всегда чувствуется певцом, как его самое национальное такое самосознание вокальное. И вот это и рождает, наверное, моң. Габдулла Тукай, Милли Моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, чын безнеңчә матур, моңлы көй. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга, дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була диде, Әл-Люки. Әл-Люки, бәл-Люки, бу көй була диде, Әл-Люки.
Zalmadım, bardım, yaralavuşuna didem kardeş bu köy nine köy helke belke bokey bula dide elke bokey bula dide elke. Если пытаться объяснить, что такое мон, вот все ищут какие-то переводы точные, только никто, по-моему, не может это найти, как-то спорят даже по этому поводу. Ну, наверное, это все-таки какие-то переживания, такие тяжелые моменты. От этого, наверное, возникли все-таки такие медленные, например, песни, вот именно Аллюки, Тефтилеу, Караурман. Мне все-таки вот так кажется, что мон — это переживания, вот такие тяжести такие в душе.